Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова и предлагаю вам цыганский расклад на декабрь, любовь, отношения для весов. Посмотрим, что ждет в отношениях в этом месяце, какие события, что самое главное. И в эту позицию выпадает десятка бубновая. И эта карта говорит о том, что в этом месяце есть прекрасная возможность лучше понять своего партнера. Для тех, кто ищет свою половинку, вторую, свою любовь, есть возможность встретить человека, с которым будут сходиться интересы, с которым будет очень увлекательно проводить время. А также это будет человек, который так же, как и вы, способен развиваться, который нуждается в том, чтобы вот каждый день чему-то учиться, новую информацию какую-то получать, использовать ее в жизни. То есть есть возможность встретить человека по интересам, когда вы друг друга очень хорошо понимаете, на одной волне. Но есть и другая сторона у этой карты. Можно встретить человека, который покажется вам одним, а на самом деле окажется совсем другим. То есть окажется через какое-то время, что вы его совершенно не знали, либо он сознательно вас обманывал. То есть здесь, конечно, нужно быть очень внимательным. Прежде всего слушать человека, то, что он говорит, а потом уже говорить о себе, потому что иначе человек может просто подстроиться под вас и выдать себя за человека, который как бы смотрит на жизнь так же, как и вы, а на самом деле совершенно другой. То есть нужно прежде всего слушать, задавать вопросы, выслушивать мнение человека о жизни, о нем самом, и тогда уже делать выводы. То есть не спешить раскрывать информацию о себе. Для тех, кто находится в отношениях, это месяц, когда откроются какие-то тайны, когда придет какая-то информация, которой вам не хватало, которая изменит ваши отношения к лучшему. Кроме того, это месяц, когда вы можете вместе чему-то научиться. Это месяц, возможно, подписания каких-то важных документов. Или, может быть, допустим, для кого-то это регистрация брака, как вот подпись в книге, да, в книге регистрации. Кроме того, эта карта говорит о том, что один из партнеров, возможно, не готов будет поделиться какими-то своими переживаниями или событиями, которые в его жизни происходят. Может быть, для этого нет времени, да, или, может быть, просто оно еще не пришло для того, чтобы поделиться. Может быть, он еще сам не определился с тем, что происходит в его жизни, что он чувствует, да, и хочет сначала навести порядок в себе, а потом уже говорить об этом с вами. Но в любом случае будет этот месяц и загадок, и открытий. То есть есть и прояснение тоже, да, есть и желание что-то скрыть. То есть здесь, конечно, нужно обращать на это внимание. Следующая карта. Что может помешать этому событию? В эту позицию выпадает туз бубновый, и он говорит о том, что этому событию может помешать только одно. Если вы будете слишком уж настойчивы, если вы будете слишком уж как бы давить на человека, да, принуждать его открыться, прояснить ситуацию, то есть здесь нужно, конечно, чтобы он сам был на это готов. Кроме того, может помешать еще и какой-то вот настрой особый, да, когда вы планируете что-то и жестко следуете этому плану, то есть не даете жизни самой выстраивать события, отношения, то есть все время вмешиваетесь в эти события, стараетесь все это перекроить каким-то образом. То есть да, это хорошо, когда мы меняем свою жизнь, но нужно делать это как бы осторожно и осознанно. Не нужно вмешиваться абсолютно во все события. Нужно дать жизни возможность действовать так, как она считает нужным. То есть жизнь справедлива, она дает нам только то, что необходимо. И в принципе у нас достаточно в этом месяце будет счастья, радости, счастливых минут. Но не нужно стараться это уж слишком как-то улучшать. То есть нужно настраиваться на то, что жизнь дает, принимать это с готовностью. И если, допустим, ваш близкий человек хочет какое-то время как бы закрыться в себе, дать ему эту возможность, не вмешиваться в этот процесс, потому что время придет, когда он вам доверит то, что посчитает нужным.
Давайте посмотрим, как вы себя чувствуете вот в этих событиях. Туз трефовый выпадает в эту позицию, и карта говорит о том, что вы чувствуете себя прекрасно. Вы чувствуете себя как бы единым со своим партнером, вы чувствуете, что можете действительно с ним согласиться, вы можете ему довериться. Это такие вот хорошие, прочные отношения, когда вы в принципе чувствуете себя защищенными, вы чувствуете себя счастливыми, вы чувствуете себя вот именно в партнерстве. И вы уверены, что это надолго. То есть вот такое ощущение. Как же будут происходить события, как они будут развиваться? В эту позицию выпадает туз пиковый. И эта карта говорит о том, что развиваться события будут спонтанно. Как-то, может быть, вы даже не сможете каким-то образом повлиять на это. У вас, скорее всего, сейчас будет происходить перемена в жизни, какое-то улучшение ее, переход на качественно новый уровень. И поэтому события будут разворачиваться иногда довольно-таки неожиданно, может быть, стремительно. Потому что время пришло, да, и судьба уже вам дает то, что вы заслужили. Кроме того, события будут идти своим чередом, а вы в это время можете использовать их себе на благо. То есть вы можете как-то самоутверждаться во время вот этих событий, когда они происходят, во время этих перемен. Кроме того, эта карта говорит о том, что будет много эмоций по поводу того, что происходит, по поводу отношений, по поводу ваших разговоров, или, может быть, наоборот, когда вы не можете договориться, по поводу каких-то соглашений, да, заключения каких-то соглашений, тоже будет очень много эмоций. Но карта призывает довериться интуиции, довериться жизни. И вообще, вот события происходят, и вам нужно вокруг них выстраивать свою жизнь. То есть не сначала выстраивать, да, ломая события, а уже после того, как они происходят, как бы в ответ. Далее посмотрим, что вы думаете обо всем этом. В эту позицию выпадает у нас восьмерка бубновая, и она говорит о том, что вы думаете, что, возможно, надо открыть все-таки тайну. Может быть, вас мучает какая-то ситуация, и вы не знаете, нужно ли вообще об этом говорить. То есть, видите, вот эти карты, десятка бубновая и восьмерка бубновая, они как бы связаны друг с другом. С одной стороны, у нас здесь идет как бы тайна, да, либо ее раскрытие, и восьмерка бубновая тоже говорит о том, что вы об этом думаете, то есть надо раскрывать, не надо раскрывать, или, может быть, думаете о партнере, скажет, не скажет, прояснит, не прояснит, то есть вот это все время вас может беспокоить, быть все время в вашем уме. Кроме того, вы еще можете думать о том, что пора уже поменять как-то ваши отношения, ваше поведение в отношениях, отказаться от каких-то привычных установок, отказаться от какого-то привычного поведения, может быть, вот как раз от какой-то закрытости, да, больше раскрепоститься, быть больше открытым партнеру. И, в принципе, вы правильно думаете, вы правы абсолютно, потому что вот это как раз принесет удачу в ваши отношения. Все тайны будут раскрыты. То есть, допустим, если вы станете показывать свое истинное лицо партнеру, он точно так же откроется в ответ на ваши вот эти поступки. Кроме того, вы еще думаете о чем-то новом, что-то вы новое хотите начать, или вот в ваших отношениях, как я уже сказала, что-то обновить, или, может быть, у вас что-то новое, может быть, в деятельности, да, и вы хотите это обсудить с вашим партнером. Давайте посмотрим, чего вы ждете. В эту позицию выпадает король червовый, и эта карта говорит о том, что все ваши желания связаны с домом, связаны со стабильностью, которую дает дом, защищенностью. Вы как будто бы хотите добиться вот именно счастья, радости, да, в отношениях. Вы хотите, чтобы
вам всем близким людям было хорошо дома. Эта карта говорит еще и о том, что вы хотите стать мудрее, вы хотите, чтобы у вас была такая крепкая, дружная семья на долгие годы. То есть, если, допустим, вы в отношениях и еще не заключили брак, то вот можете думать о том, чтобы сделать ваши отношения узаконенными, да, и кроме того, если, допустим, вы женщина, вы хотите, чтобы ваш мужчина уважал вас, видел вас женщину, ценил вас очень, то есть чтобы он не как-то там приземленно к вам относился, да, чтобы у него были возвышенные чувства к вам. Если же вы мужчина, который смотрит этот расклад, то вы хотите, чтобы рядом с вами была женщина, которой бы вы могли восхищаться. Давайте посмотрим, какие вы-то сами в отношениях, как вы себя ведете. В эту позицию выпадает валет пиковый, и эта карта говорит о том, что вы иногда можете вести себя как-то по-детски. Это, с одной стороны, хорошо, потому что вы можете быть открытыми, вы можете быть такими обаятельными, вы можете как бы очень радостными быть, да, много смеяться. А с другой стороны, эта карта может говорить о том, что вы, может быть, не всегда берете на себя ответственность и стараетесь, чтобы кто-то о вас позаботился. Не хотите именно на себя эту роль примерять, да, может быть, вам мешают какие-то страхи, какие-то прошлые отношения, может быть, повлияли на то, что вы так себя ведете. Но в любом случае вы в таком начале вашего пути, у вас такое ощущение, что вы как бы начинаете все сначала, с нуля. Может быть, вы стараетесь себя вести по-новому. Может быть, вы стараетесь как раз вот быть человеком открытым, если вы были закрыты. То есть здесь какая-то перемена, когда человек становится самим собой, когда он не старается притворяться и когда он старается доверять. Это, конечно же, очень хорошо. Как видит партнер вас, в эту позицию выпадает десятка трефовая, и она говорит о том, что ваш партнер видит вас как человека сильного, как человека, на которого нельзя повлиять, которым нельзя управлять. И он уверен, что вот что бы ни случилось в вашей жизни, вы всегда справитесь. У вас такой какой-то внутренний стержень, у вас огромные силы внутренние, которые помогут вам справиться с абсолютно всем. Может быть, поэтому вы настолько в себе уверены, что не всегда верите в жизнь, да, в ее справедливость, в то, что она вам что-то даст. Вы как будто бы привыкли добиваться всего сами, на все влиять самостоятельно. И в этом вот ваша слабость, потому что не всегда мы можем именно сами создавать события. Некоторые события, да, но некоторые все-таки создаются обстоятельствами, да, судьбой. И уже на такие события мы не можем повлиять. И вот если человек привыкает только на себя рассчитывать, когда он не действует вместе с вот этой силой жизни, у него могут быть сложные моменты, то есть очень большое разочарование вот в себе, в своих каких-то установках жизненных, да, это всегда очень больно. Поэтому лучше потихонечку приучать к тому, что нужно действовать с жизнью заодно, не нужно против нее бороться. Нужно брать события и поворачивать его себе на пользу. То есть именно уже после того, как событие есть, мы его принимаем и начинаем уже с ним работать, улучшать его, а не выстраивать самостоятельно события, не ломать события и так далее. То есть вот опять карты о том же самом говорят. Давайте посмотрим, что у вас остались за страхи, какие опасения у вас еще есть в этом месяце. В эту позицию выпадает семерка бубновая. И эта карта говорит о том, что вы боитесь как-то думать наперед. Вы боитесь, может быть, видеть отчетливо то, что происходит в вашей жизни. Может быть, вам хочется как-то приукрасить все, или, может быть, хочется именно чтобы по вашему желанию жизнь шла, да, то есть не так, как она есть. И, кроме того, вы боитесь разочароваться в отношениях, в вашем партнере. Вы боитесь меняться, вы боитесь менять свои ценности.
Может быть, боитесь, что зря потратите время, там, допустим, на человека, который вам не подходит. Или, может быть, вы боитесь еще того, что нужно решать постоянно какие-то маленькие проблемы. Как будто бы вы боитесь вот именно вот этих мелочей, которые вас раздражают. То есть вы выделяете в жизни события с плюсом и с минусом. И от событий с плюсом вы хотите избавиться, как бы отвернуться, да, оставить одни события с плюсом. И поэтому как бы, жизнь нужно принимать целиком. Вот эти отрицательные события, они очень нужны, потому что они нас развивают. А положительное – это просто уже результат того, что мы заслужили. И вот если отказываться от этих отрицательных событий, то мы не растем. И вот в этом, конечно, может быть проблема. Давайте посмотрим, что будет в конце месяца, какой результат мы получим. Выпадает в эту позицию валет червовый. И эта карта говорит о том, что результатом этого месяца будет счастье, будет любовь. Вы сможете поверить в себя, поверить своему партнеру. Возможно, откроются все неясности. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы будете себя очень комфортно чувствовать в отношениях. То есть вы как будто бы почувствуете, получите новую порцию каких-то новых чувств, которые вот вас очень устраивают, да, которые вас как бы повышают в собственных глазах. Такие глубокие чувства можете приобрести в результате. Также эта карта говорит о том, что вы будете очень сильно чувствовать, как вам поступить правильно, да, то есть такая будет обостренная интуиция. Единственное, что может этому помешать, если вы будете слишком стараться все продумать наперед, да, то есть нужно все-таки следовать за жизнью, то есть все карты вам говорят об одном и том же. Давайте посмотрим, чего вам не хватает в отношениях. Сейчас достанем карту из колоды. Чего не хватает в отношениях в декабре весам. Выпадает карта короля трифового, и она говорит о том, что вам не хватает, опять же, принятия жизни. То есть вы как будто бы никак не можете поверить в то, что есть непреодолимые силы какие-то внешние препятствия, которые могут вам мешать и с которыми вы не можете справиться. То есть вы настолько уверены в том, что можете абсолютно с любой ситуацией справиться самостоятельно, то есть не просто вы, а что человек вообще способен справиться абсолютно со всем, повернуть любую ситуацию себе на пользу, что это вам мешает. Мешает вот именно эффективно действовать. То есть вы, может быть, боитесь потерять что-то по независящим от вас причинам, обстоятельствам. Может быть, вы боитесь, что жизнь может вас как-то поставить перед какими-то неприятностями, да, и вот эти вот страхи, они вам мешают. То есть вот не хватает вам как раз вот этой связи с жизнью, не хватает понимания, что жизнь, она на вашей стороне. Все, что происходит, даже пусть оно неприятное, оно как раз для вас. Почему оно неприятное? Потому что мы не принимаем, потому что мы не можем идти приятным путем, когда мы сами готовы что-то осознать, как-то поменяться, да, и вот когда этого не происходит, жизнь вынуждена нам давать какие-то неприятные минуты, от которых мы уже не можем открутиться, и вот уже в процессе этого мы можем переоценить свою жизнь, поменять свои взгляды и так далее. То есть эти неприятные моменты, они очень ценные, драгоценные, они нас учат, и не нужно к этому относиться как к помехе, да, то есть вот этого понимания вам не хватает для того, чтобы ваша жизнь была замечательной. Давайте посмотрим, какой совет дают вам карты на этот месяц, дорогие весы. И выпадает в эту позицию шестерка
бубновая. Самая лучшая карта в колоде, которая говорит о том, что, опять же, нужно доверять жизни, высшим силам, потому что они вам реально могут помогать. Не отказывайтесь от этого. То есть не нужно только на себя рассчитывать. У жизни есть огромная сила, такой жизненный потенциал, источник. И вы своим принятием можете усилить многократно себя, вот если сможете ну, как бы научиться взаимодействовать с жизнью. Опять вот те же самые карты, видимо, настолько это важно для вас, что повторяется вот в разных вариантах. Давайте посмотрим, что за антисовет предлагает нам колода. Как не нужно поступать в этом месяце. Выпадает карта девятка бубновая. И она говорит о том, что не нужно ничего как бы прекращать самостоятельно. Не нужно ничего менять. Нужно сначала принимать. Опять вот то же самое, ну что сделаешь, вот приходится говорить одно и то же. Карты такие выпадают. Нужно принимать сначала там жизнь, явление, события человека. И уже вот этим принятием мы обеспечиваем то, что все будет в нашей жизни правильно, что не будет никаких заблокированных энергий, которые будут создавать помехи. То есть, если какое-то событие происходит, значит оно вовремя, значит оно нужно. И вот нужно обязательно научиться это принимать, а ни в коем случае не трансформировать самому, да, не заканчивать процесс, не разрывать, там, не убирать, не выбрасывать, не терять. Да. То есть нужно сначала все принять обязательно. То есть вам желательно принять такую жизнь, какая есть, прежде чем наступит новый какой-то этап. То есть вот это очень важно для вас, об этом карты и говорят. Дорогие весы, прекрасный, в принципе, расклад. Правда, он немножечко получился однобоким у нас, но так уж карты говорят. Да? Видимо, хотят, чтобы вы были счастливы. Если вы решите этот вопрос, вы будете наполнены энергией, у вас будет все получаться. И, видимо, это очень важно не только для вас, но и для ваших отношений, потому что расклад именно на любовь. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее у вас в жизни происходило, чтобы было как можно больше радости и такого доверия к себе, доверия к жизни. Всего вам доброго, до новых встреч!